Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, открывая заседание, привел слова Владимира Владимировича, что важнее всего предпринять все меры предосторожности и проявить личную ответственность. На сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Это хорошо, но ситуация может измениться в любой момент. У нас рабочая ситуация. Мы должны в полной мере работать, особенно следить за жизнеобеспечением. То бишь вода, свет, газ. Каждый чиновник, начиная с меня, имейте в виду, мы несем большую ответственность. У нас сегодня нету этой беды. Поэтому все должны, понимаете, не полагайтесь там друг на друга. Пострахуйте. Мы должны, все ведомства сегодня должны одним вот отрядом выступить. Это не мое, это мое, не говорите. Помогайте друг другу. В рамках совещания обсуждался ход исполнения решений рабочей группы при Госсовете России по борьбе с коронавирусом и возможность принятия дополнительных защитных мер в республике. Руководитель региона призвал всех детально изучить и донести населению все пункты заявления президента России Владимира Путина. Обращаясь ко всем должностным лицам, федеральным, правительству, районным, городским, сельским поселениям. Изучите их. Изучите. Самое главное – донести для людей разъяснение подробно каждому человеку, каждому направлению. И при любых обстоятельствах сообщать в штаб. Сейчас, после обращения от социальной службы, все имейте в виду, внимательно изучите, и там особенно он подчеркнул несколько раз, многодетные, с детьми маленькие. Также Махмуд Али Калиматов в ходе совещания дал поручение обеспечить весь медицинский персонал, который осуществляет дежурство в непростое время. Руководитель региона сегодня лично проверил деятельность одного из обсерваторов, который функционирует на базе Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Обеспечено достаточным на месяц всеми необходимыми материалами. Единственное то, что я попросил, чтобы обязательно не забудьте, запишите это протокольно поручение, обеспечьте вот эту смену, которая будет, потому что она месяц, может быть, 2, может быть, не знаем. Значит, там женщины, там 4 врача, 6 медсестер, 3 санитарки. Поэтому закрепите, я просил, там, скорой помощи, именно их развозить. Потому что нам не надо, чтобы контактировали, даже кто, такси, чтобы не вызывали там они, там родственники не ездили. Берите, ставьте. То же самое по всем дежурства, кто есть, обеспечьте своим, кто сутками дежурит, чтобы была машина на развоз. Проследить главам районов все больницы, если там свет, еще раз проверьте. Подъезд, если там, ворота открываются, не открываются, сторож там есть. Я вам говорю, что-нибудь случится в этой ситуации, пощады не будет. Все посмотрите. Вот просто приехали в больницу, сколько у вас человек, надо вам помощь, неважно, вы на территории. Имеется в виду по безопасности. Мы рассчитываем на сохранение благополучной обстановки, но в то же время готовимся к любому повороту событий, заключил Махмуд Али Калиматов. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеев, Рахман Суров. Новости 24.